предыдущем ролике об Идрисе Абадиеве мы обещали рассказать о других свидетелях обвинения по ингушскому делу, которые дали показания против лидеров и участников ингушского протеста. И герой сегодняшнего выпуска — Дауд Хучиев. Дауд Хучиев известен как оппозиционер и один из участников организации «Ингушский национальный конгресс». Мы знаем его как одного из соратников Идриса Абадиева. Правда, сам он говорит в протоколе свидетельских показаний обратное. В общественных организациях Республики Ингушетия я не состою и никогда не состоял. Но, конечно, мне известно о таковых организациях. Я имею в виду МЭХ-КХЭЛ и Совет Тейпов. Не состою в этих организациях из своих принципиальных соображений. Считаю их слишком архаичными. Хучиев — один из организаторов митинга в июне-августе 2018 года. Тогда люди собрались требовать возвращения прямых выборов главы Ингушетии. Хучиев записал об этом соответствующее обращение. Правда, глубокой ночью перед самим митингом Хучиев записал новое видеообращение, в котором уже призывал не ходить на организованный им же митинг, мотивируя это тем, что федеральный центр попросил отложить акцию. 2 видеоролика позже были удалены, но многие их помнят. Дауд Хучиев также один из ораторов митинга о новых границах между Ингушетией и Чечней. Впрочем, сам он определяет свою роль в данном событии довольно скромно. Вот как он описывает свое отношение к митингу октября 2018 года. На митинге начали обсуждать вопросы установления границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, что я считал, делать было нельзя. Вопросы земли с Чечней очень спорные. Достоверно сказать, где чья территория, никто не может. Но организаторы митинга утвердительно сказали собравшимся людям о том, что у ингушей украли землю, что Евкуров продал землю. Естественно, людей взбудоражили такие слова. Это все накалило ситуацию в республике. Я думаю, что организаторы митинга начали поднимать вопросы, так как они очень больны и актуальны для нашего народа, и данная тема могла собрать много неравнодушных. А вот так Хучиев говорил об этом на митинге. Сегодня решается судьба не только нашей земли, не только Евкурова или Пустого правительства. Мы формируем наше новое сознание, мы формируем новые подходы, так сказать, к дальнейшей жизни, которую мы должны построить. А вот здесь даже выражают уверенность, что земли можно вернуть. Я абсолютно убежден, что все эти соглашения будут отменены. Не сегодня, так завтра, если даже 1000 раз подпишет Евкуров. Это у меня нет никаких сомнений. И мы обретем и свою родину. Но дело в том, что мы до сих пор их не обрели, потому что некому было спросить за них, потребовать их. А вот здесь Хучиев заявляет, что за теми, кто ездил на переговоры в Пятигорск, стоит весь народ. Напомним, что в Пятигорск ездили Ахмед Барахоев, Малсак Ужахов, Анжела Матиева, Барах Чемузиев и другие организаторы и участники митинга. И да, народ их действительно поддерживает. Я думаю, что мы должны наращивать сегодня давление в этом направлении, чтобы чиновники, прежде всего, не только наши местные, чтобы федеральный центр, Северо-Кавказский федеральный округ и чиновники с Москвы понимали, что люди, которые с ними приходят на переговоры, ездят в Пятигорск, что они не одиноки, что они, если они огреют их, так сказать, своим холодом и своими там прочими угрозами, как они пытаются запугать нас, они должны видеть, что за их стеной стоит народ. А народ — это мы. Но на допросе в кабинете у следователя Хучиев о своих словах забыл и сказал, что организаторы преследуют совершенно другие цели. После этого создали Ингушский комитет национального единства, который создали для того, чтобы раскручивать тему передачи земель Ингушетии и организовывать протестные мероприятия. Считаю, что организаторы митингов готовились к созданию протестного движения и всех мероприятий, а вопрос с землей просто выступил хорошим поводом. Вообще, если честно, думаю, что в протестном движении не обошлось без сведения личных счетов организаторов и активистов протестного движения с Евкуровым за ранние обиды. Увидев, что организаторы протестного движения преследуют свои личные цели, я с братьями Абадиевыми начал отдаляться от протестного движения, так как их деятельность, в моем понимании, не соответствовала реальной борьбе ингушей за свои конституционные права. Отдаляться от протестных движений? А вот здесь Хучиев говорит обратное. Будем
стоять до конца, вести очень разумный, деловой, очень цивилизованный диалог с властью, не нарушать общественный порядок. Все у нас согласовано, оргкомитет работает. И уверяю вас, здесь стоять не беда. А вот здесь даже призывает на митинг. Нам надо сегодня действительно постараться побольше здесь подтянуть своих людей. Завтра, еще раз говорю, пятничный день. После молитвы мы должны сделать все, чтобы люди не разошлись. И здесь. Правда, тут Хучиев не удержался от комплимента власти. Нам не надо бояться, что нас кто-то здесь спровоцирует, и нас могут по этой почве обвинить в том, что в этом мы виноваты. Уже общественный порядок обеспечивают органы власти. Они здесь на контакте с этим нашим оргкомитетом. Вернемся к нашему протоколу. В течение нескольких дней я периодически приезжал на митинг, проходивший в течение 2 недель в Магасе. Приезжал и даже выступал неоднократно. Но что мешало высказать свою истинную позицию? Ту, что озвучил следователю. Дальше. Также мне не понравилось, что смешали религию и политику. Я говорю о вызове Ахмедом Барахоевым депутатов в шариатский суд. Это было сделано неправильно. Религия и ее институты должны быть вне политики. Во-первых, мы мусульмане, а во-вторых, вызову депутатов в шариатский суд предшествовал вердикт Конституционного суда России от 6 декабря 2018 года, который признал законность соглашения о чеченско-ингушской границе. Кроме этого, депутаты заявили о том, что они не голосовали за соглашение, и Евкуров фальсифицировал результаты. И где было ингушам искать справедливость, если они не находили ее в традиционных институтах власти? Придя на митинг 26 марта, мы с Абадиевым Идрисом увидели, что его организаторы начали делать непонятно что, то есть снова ушли от того, за что мы боролись, за возвращение прямых выборов главы Республики Ингушетия. Стоп, а вот тут становятся понятными истинные намерения. Ингуши в первую очередь боролись за свои земли, во вторую — за отставку Евкурова. И да, конечно, прямые выборы очень важны, но вышли мы все 4 октября из-за земли. И начали слишком эмоционально нагнетать и обострять обстановку в вопросах отставки главы парламента республики. Мне не понравился безапелляционный тон выступающих, которые в утвердительной форме снова говорили о продаже земли ингушей, о некомпетентности руководства республики. Они взбудоражили всех участвующих в митинге. По указанным причинам мы с Абадиевым не захотели участвовать в митинге и в 14 часов уехали. Подводя итог, напрашиваются 2 вопроса. У нас всегда считалось недостойным давать подобные показания. Что мешало Хучиеву просто промолчать в кабинете следователя, сказать «не знаю», чтобы потом не оправдываться, что забыл очки? И второй вопрос. Если все так ужасно, что мешало Хучиеву сказать об этом на митинге или в видеообращении к народу? Ну и напоследок, пророческая фраза.